И есть, слава Богу, насколько я знаю, я в вопросах религиоведения не профессор, только в экономике. Я думаю, что у нас в истории ислама не было варфоломеевских ночей, когда одни христиане вырезали других христиан. Слава Богу, дай Бог так, чтобы и не было никогда. Но религия, идеология постоянно развивается, что-то меняет, что-то совершенствуется. И в 19 веке у нас тоже были разные течения в исламе, даже традиционном ханафитском. Но я думаю, что вот для меня, как более светского человека, понятие традиционный ислам, это имеет какое-то, не какое-то, а вполне конкретное содержание. Это тот ислам, который наши предки, наши прадеды сберегли и пронесли через годы вот, притеснений, там, мягко говоря, некомфортных условий. И когда кто-то приходит и говорит, вы здесь 70 лет или 80 лет не так молились, не так молитесь, можно к ним прислушаться, можно их выслушать, но я думаю, что в любом случае, в данном случае действует присказка. Вы, ребята, пришли, как вам кажется, со всеобщим уставом, но пришли в наш монастырь. Поэтому давайте мы сами решим, как мы будем меняться, куда будем меняться, и давайте вы нам не указывайте. Я думаю, что такой подход будет наиболее верный и правильный для наших гостей.